В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Лед тронулся. Река Лена вскрылась на территории Иркутской области. Параллельно с паводком подготовка к пожароопасному сезону. Спасатели сегодня отрабатывали тушение условного лесного пожара. 10 мостов в Якутии и Амурской области приведут в порядок. Ремонту подлежат объекты в Алданском и Нерюнгринском районах. В Нерюнгре осужден мигрант за попытку дачи взятки сотруднику полиции. У иностранца были проблемы с документами. 1,5 миллиарда на 25 километров. В Якутске ОНФ ведет контроль за освоением средств, направленных на ремонт дорог. День жонглера. Артисты циркового искусства отмечают свой профессиональный праздник. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта готово применить в арктической зоне России собственный опыт сотрудничества с дальневосточными странами-инвесторами. Президент Владимир Путин на Международном экономическом форуме в Петербурге заявил, что необходимо распространить работу институтов развития Дальнего Востока и на Арктику. Мы готовы предложить наработанные компетенции по сотрудничеству с ключевыми странами-инвесторами – Китаем, Японией и Кореей. Планируется открыть представительства в Шанхае, Сингапуре и Индии, сказал глава агентства Леонид Петухов. Река Лена вскрылась на территории Иркутской области. По прогнозам, ледоход под Якутском ожидается в середине мая. Об этом нашему телеканалу сообщил первый заместитель председателя Госкомобеспечения Республики Иннокентий Андросов. Как он отметил, сроки могут расходиться на 5 дней. Сейчас идет подготовка к безопасному пропуску весеннего половодья. Заседания межведомственной рабочей группы уже проведены в Ленске, Алекминске, Усьмайском районе и Заречных Улусах. В ближайшее время специалисты проведут такую работу в Колымской группе улусов, в Намском и Кангаласском улусах, а также в Якутске. В первую очередь, когда мы встречаемся органами муниципального образования на местах, первый вопрос – это эвакуация людей, эвакопунктов, готовность эвакопунктов, оснащение материальными ресурсами и так далее. Кроме этого, в сельскохозяйственных улусах мы обращаем внимание на подготовку мест отгона скота. У нас же вот почти полгода проходит подготовка объяснения половодью. И поэтому, я думаю, у нас готовность будет 100%. А в Алданском районе провели работы по ослаблению льда. В труднодоступные населенные пункты завезены запасы топлива и продовольствия. На случай ЧС разработан детальный план действий, в основе которого слаженность всех структур. Как это все покажет себя на практике, в материале Татьяны Вахниной. Эвакуационные пункты и места для отгона скота определены. В отдаленные поселки и труднодоступные населенные пункты завезены запасы топлива, продовольствия и медикаментов. Все жизнеобеспечивающие структуры продолжают готовиться к пропуску паводковых вод. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций разработан детальный план действий. В части организации медицинской помощи в период паводка мы готовы. Все силы, средства и лекарственные средства у нас есть, мы обеспечены. Это и койки, и силы и средства, которые будут необходимы для оказания первой медицинской помощи, и квалифицированной, и специализированной помощи. Вскрытие рек ожидается в первой декаде мая. Толщина льда в средних пределах. Опасение вызывает снеготаяние. Зима выдалась сравнительно малоснежной, однако в феврале выпало большое количество осадков, и норма таким образом оказалась превышена. Особое внимание будет уделено Белецкому и Венгийскому национальному наследию, селу Кутана, поселкам Чегда и Верхняя Амга, а также части города Томот. На реках вблизи перечисленных населенных пунктов возможны заторы. Река Алдан имеет протяженность где-то 900 километров. Вот. На этих участках имеются заторные места. Вот. Они как бы исторически сложены, эти места. Там, где Алдан делает повороты, вот эти заторные места, мы проводим по ним контроль, осуществляем превентивные мероприятия, зачернение, где распиловка. К настоящему времени работы по зачернению льда завершены. В последних числах апреля сотрудники МЧС республики будут совершать облеты. Ежегодно в паводковый период внимание уделяется также малым рекам и объектам повышенной опасности. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район.
Тем временем спасатели параллельно готовятся к пожароопасному сезону. В рамках крупномасштабных учений, которые стартовали накануне, МЧС и другие ответственные ведомства отрабатывали легенды тушения лесных пожаров. Подробности в материале Юрия Осипова. В заключительный день масштабных учений отрабатывались действия при тушении лесных пожаров. На данном этапе проверяются практические действия органов управления различных уровней по принятию решений на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, межведомственного взаимодействия. На учебном полигоне, развернутом в местности Юсхатын, сымитировали пламя у кромки леса. В данный момент идет процесс окаруливания. Это вот мы ходим по кромке, смотрим, чтобы кромка не выходила и пожар дальше не разрастался с последующим ее ликвидацией. За 6 лет службы Нюргун множество раз бывал в эпицентре стихии. Говорит, что невозможно сравнить тренировку с реальной ситуацией. В прошлом году был в районе Намцах, где ОПТ «Белое озеро», номер 27 лесной пожар. Большой пожар. Тушили долго, я не помню даже, около месяца. В Якутске в учениях участвовали более 100 человек из специальной техники. На масштабную тренировку привлекли все силы. В рамках учений спасательная группа отрабатывает высадку с вертолета. Во время пожара или паводка десантная группа высаживается на условное место происшествия. Тяжело в учении, легко в бою. Благодаря постоянным тренировкам десантная группа готова к любой ситуации. Эвакуация, опять же, при паводках с каких-то судов, с затопленных мест, зданий, скажем, с островов, допустим, вода подошла. На лесных пожарах тоже спуски, десантирования рядом с точкой очага горения для пожаротушения. В прошлом году в Якутии зарегистрировали 642 пожара. Ущерб составил более $1 миллиарда рублей. На территории Якутии угрозе лесных пожаров подвержено 325 населенных пунктов. Ведомством разработан комплекс мероприятий, предусматривающих организацию превентивных мер. По итогам учений будут проанализированы вопросы оповещения, проведения превентивных мероприятий, ликвидации последствий наводнений и лесных пожаров, а также взаимодействия служб при произведении работ на месте чрезвычайной ситуации. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. 10 мостов обновят на трассе Лена в Якутии и Амурской области. На объектах будут усилены опоры и установлено новое дорожное покрытие. В 2019 году в Якутии работы выполнят в Алданском и Нерынгринском районах. Так, капитально отремонтируют 3 моста через реки Якутский Укулан, Михайловка, Николкин-Ключ, Каменка и Малая Хатыми. Отмечается, что мост через Амгу будет обновлен во время планово-предупредительных работ. Делегация общественников из Якутии находится в эти дни в Крыму. В рамках программы визита одним из мероприятий стал автопробег по Крымскому мосту. Участником действия стала и наша съемочная группа. Репортаж Татьяны Черемкиной. Через несколько минут начнется движение автомобилей по легендарному Крымскому мосту. Автомобили проедут с флагами Российской Федерации, Республики Крым, города-героя Керчь и Республики Саха-Якутия. Это совместная крымско-якутская акция «Мосты дружбы». Построили Крымский мост, построим и Ленский. Главный посыл акции. Якутяне предложили присоединиться к этому событию своих земляков, проживающих в Центральной и Южной Якутии, в Крыму, в Краснодарском крае. Многолетняя мечта якутян уже на подходе. И Крымский мост передает эстафету Ленскому мосту. Это здорово, потому что я думаю, что это победа всей России в том, что мы можем строить мосты дружбы, мосты мечты. Якутяне к нам в Крым. Уже по Крымскому мосту, скоро и мы к вам по Ленскому. Мы назвали свою акцию «Московский десант» якутской делегации, которая приехала в Керчь. Россия построила Крымский мост. Надеемся, и наш Ленский Россия поможет, и Якутия поможет построить мост. 2019 год для Крыма и древнейшего города России Керчи юбилейный. 5 лет назад началась новая история Крыма. И ровно 75 лет назад Керчь и Республика Крым были освобождены от фашизма. Мы хотим выразить в связи с этим благодарность и вашим людям. Благодарность за ту лепту, которую вносили в общую победу и население Якутии. После автопробега делегация Якутии поднялась на гору Митридат. Это символ города, где находится обелиск славы. У стелы якутяне возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. Знаю, что у вас есть желание построить современный мост через реку Лену. Пусть ваши чаяния и мысли воплотятся в жизнь.
Мосты прежде всего люди строят между собой, между своими сердцами, между своими мечтами. Мосты сегодня соединяют людей разных стран, разных континентов. И, конечно, сегодня они объединяют всех нас, россиян. И сегодня, проехав по этому замечательному мосту, меня переполняла гордость за нашу великую страну, за наш великий народ. Потому что такие великие мосты может построить только великая, сильная, уважающая себя держава. Цикл мероприятий продолжила деловая встреча в администрации города Керчь, на которой обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между городом-героем Керчь и Якутией. Акция объединила разные регионы, разные поколения. Яркая акция «Мост дружбы» Южный и Северный способствует сближению идей и станет символом реализации замыслов народов России, живущих в двух республиках – Якутии и в Крыму. Татьяна Черемкина, Иван Кочубеев, Крым. Ну а сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. В Нерюнгри осужден мигрант за попытку дачи взятки сотруднику полиции. У иностранца были проблемы с документами. 1,5 миллиарда на 25 километров. В Якутске УНФ ведет контроль за освоением средств, направленных на ремонт дорог. День жонглера. Артисты циркового искусства отмечают свой профессиональный праздник. В эфире Якутия-24 мы продолжаем. В Нерюнгри за попытку дачи взятки сотруднику полиции осужден иностранный гражданин. Мировым судом Нерюнгринского района постановлен обвинительный приговор по уголовному делу. В суде установлено, что в марте 2019 года, чтобы избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, обвиняемый предложил сотруднику полиции взятку. Сотрудник полиции взятку брать отказался. Мировой судья с учетом позиции Нерюнгринской транспортной прокуратуры признал гражданина виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. Госдума приняла закон, который позволяет предоставлять ипотечные каникулы сроком до 6 месяцев. Согласно документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода, в течение которого можно либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. Под ипотечные каникулы попадают договоры, отвечающие 3 условиям. Ранее положение ипотечного договора не изменялось по требованию заемщика. Предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, и заемщик находится в трудной жизненной ситуации. Определены 5 критериев трудной жизненной ситуации. Это зарегистрированные безработные, инвалиды 1 или 2 группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными. Кроме того, на льготу по выплатам может претендовать заемщик в случае снижения дохода на 30%. Проблемы и перспективы авиапарка Якутия, а также стоимость авиатоплива. Эти вопросы сегодня обсуждали представители авиакомпании региона на круглом столе в Алтумене. Было отмечено, что ограничивающим фактором развития региональных авиаперевозок является состояние воздушных судов. Основу воздушного транспорта Якутии составляют устаревшие модели самолетов Ан-2, Ан-24 и Ан-26, а также вертолеты Ми-8. Средний срок эксплуатации самолетов Якутии варьируется от 37 лет до 41 года, вертолетов 32 года. К 2026 году парк воздушных судов в регионе должен быть полностью обновлен. Всего в 2019 году на внутриулусные перевозки предусмотрено 332 миллиона рублей, на межулусные 82 миллиона рублей. В настоящее время у нас идет реконструкция только тех объектов, которые составляют инфраструктуру. Рядом с полосой это отсыпка озер, то есть водоотведение последующее. Это строительство рулежной дорожки, так называемой РД «Браво». Новая рулежная дорожка, которая будет сопрягаться с новым участком полосы. И реконструкция сопряжения на рулежной дорожке «Альфа». Это тоже вот те работы, которые будут проводиться. И удлинение полосы на 200 метров будет абсолютно новый участок. Строительство этого участка уже проводится. В том числе будет проводиться работы по обустройству светосигнального оборудования. Значит, светосигнальное оборудование, оно будет идентично существующему, так что замена, в принципе, здесь будет очень даже кстати.
1,5 миллиарда рублей на 25 километров. Рекордную сумму в этом году предусмотрена на капитальный ремонт дорог в Якутске. Освоение этих денег находится под общественным мониторингом Общероссийского народного фронта. Так, сегодня общественники совместно с управлением дорог окружной администрации проехались по так называемым убитым дорогам. Тему продолжит Евгений Тайтонов. Очередность ремонта столичных дорог определяется на основе народного рейтинга убитых дорог. В этом списке уже который год лидирует улица Чайковского. Здесь на данный момент проводятся подготовительные работы к капитальному ремонту. Так что уже в этом году корона бездорожья перейдет к новому участку. Любой гражданин, любой житель нашей республики может указать не только в городе Якутские дороги, но и по всей республике. На этой карте у нас указано очень большое количество улиц, которые улица Ларионова, тоже это с улицы Хабарова до 203-го микрорайона, тоже в этом году стоит в плане ремонта, она тоже там указана. Второе место в рейтинге занимает улица Жарницкого. Его тоже в этом году полностью заасфальтируют. За ходом ремонтных работ еженедельно будут наблюдать общественники и представители средств массовой информации. Жарницкого также буду следить, интересно, какой она будет. Говорят, сделают пешеходные дорожки, даже велодорожки планируют сделать. И интересно, как это вообще реализуется и будет в целом. Замыкает тройку убитых дорог Сергелявское шоссе, самый большой участок, который будет отремонтирован в этом году, общая протяженность которой 5 километров. Мы сначала ремонтируем подъездные пути, всю инфраструктуру готовим для того, чтобы в период закрытия больших участков дорог не возникали локальные заторы или пробки. У нас идет конкурсная процедура. И непосредственно закрытие проезжей части будет только на момент укладки асфальтового покрытия. Мы дорогу полностью закрывать будем именно в этот период. Но при этом, понимая то, что жителям все равно нужен доступ, мы, скорее всего, разобьем работы на этапы. И этапность мы после проведения конкурсных процедур обязательно разместим в средствах массовой информации и будут выездные мероприятия. К 2024 году 85% дорог Якутска должны соответствовать всем нормам и требованиям. За 6 лет необходимо охватить около 200 километров. С этого года гарантийное обязательство подрядчиков по отремонтированным дорогам увеличено с 3 до 5 лет. А также в это время все земляные работы будут проводиться горизонтальным бурением, без вскрытия дорог. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Якутск. В пригородном селе Владимировка открыли магазин. Теперь жителям больше не нужно выезжать за продуктами в соседние населенные пункты. О том, что товары первой необходимости недоступны в селе, мы рассказывали в своих прошлых выпусках. На проблему обратили внимание и помогли одному из предпринимателей открыть магазин, который получил название «Левушка». Репортаж Елизаветы Васильевой. Мы стоим в селе Владимировка, где нет ни аптеки, ни школы, ни больницы. Но сегодня для жителей большой праздник. Открыли магазин «Левушка», где есть и бытовая химия, и продукты. А до этого жители вынуждены были ехать за такими простыми вещами, как хлеб и соль в Табагу или же в Якутск. Еще осенью наша съемочная бригада встречалась с населением села. Жители жаловались на отсутствие необходимых социальных объектов. Все дети села вынуждены ходить в школу и в детсад в соседние деревни. Рабочих мест для взрослых тоже нет. Нет также своего автобуса. Есть только Табагинский. В селе нету даже ни фельдшера. Так бывает случаи, что заболевают дети. Ночью надо вызывать скорую, мы ее ждем по 2-3 часа. Еще тогда жители села сетовали, что единственный продуктовый магазин закрыли 2 года назад. Причина – банкротства предпринимателя. Предприниматели указывают на невыгодность торговой точки. До сих пор никто из столичных не осмелились. Начать свой бизнес решила молодой предприниматель Анна Алексеева. Хорошо, что есть магазин, и можно сходить что-нибудь купить себе. Не надо лишнее хлеб, молоко, везти сахар, муку, основные продукты. Лук, соль. Да. Так что мы очень благодарны. Мы очень рады открытию магазина. Для нас это очень радостное событие. В ноябре прошлого года Анна выиграла аукцион и начала работу. По словам девушки, были небольшие проблемы с подключением к электросети. Ей в этом помогла администрация села Хатацы. Еще одна трудность в квадратных метрах. Ей дали разрешение на 50 квадратных метров. С наступлением холодов было сложно перенести большое помещение. Удалось то, что есть – 28 квадратных метров. У меня есть надежда, что я здесь надолго, что все-таки не только ради прибыли, а какая-то миссия есть все равно. И я принесу какую-то пользу людям, и наоборот, рабочие места новые, свежие силы, и село поднимется. И мне здесь нравится, я верю. Призываю к сотрудничеству производителей местных. Проезжие очень интересуются свежим местным продукцией: яйца, сливки, сметана.
Владимировка расположена в 20 километрах от Якутска. Население немногочисленное, порядка 150 человек, а летом с дачниками уже 300. Село со своей историей в 2018-м отмечали 120-летие. В прошлом году был избран актив села, жители начали работать над благоустройством. По словам самих сельчан, начало проложено, появился магазин, теперь остается решить другие проблемы. Проблема автобусов, водовоза и освещения улиц. Елизавета Васильева, Владимир Павлов, Якутск. Через несколько часов в Москве состоится официальное открытие 41-го Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке пройдет и кинематографическая группа из Якутии. Фильм Любови Борисовой «Надо мной солнце не садится» попал в конкурсную программу из 13 картин. Эта картина – дебют для режиссера. Съемки проходили прошлым летом в Булунском Улусе. Вокруг картины «Надо мной солнце не садится» в Москве большой ажиотаж, это и понятно. В прошлом году якутская лента «Царь птица» получила главный приз. И теперь всем интересно, что же на этот раз на фестиваль привезли якуты. Лента рассказывает о молодом человеке, который приезжает на Северный остров по работе и знакомится там со стариком, который завещает похоронить себя рядом с могилой жены. И теперь парень пытается сделать все, чтобы его новый друг хотел жить и дальше, и чтобы каждый день приносил новый опыт и радость. Мировая премьера состоится 19 апреля, а якутяне смогут ее оценить с 8 мая. Мы снимали в селе Найба, это Хараулах, Булунского Улуса. Это единственная сложность, потому что все остальное было очень шикарно. Нам все помогали, все такие доброжелательные местные жители. Там больше 10 людей снимались в эпизодах, сыграли как первоклассные профессиональные актеры. Еда, там жилье, все бесплатно, все отменно. И даже погода, лето стояло целый месяц, солнечные дни, потому что местные зрители очень удивлялись, как это так. Но для фильма как-то все сложилось очень удачно. Сегодня профессиональный праздник отмечают жонглеры по всему миру. Этот вид циркового искусства существовал еще 2000 лет до нашей эры. На сегодняшний день жонглер – это профессионал, умеющий манипулировать несколькими предметами одновременно. Человек, владеющий цирковым ремеслом. А в Якутии как таковая школа жонглеров отсутствует. Но первым профессиональным жонглером из народа Саха является Сергей Расторгуев. Благодаря энтузиастам сегодня в Саха-цирке трудятся более 10 профессиональных жонглеров. Все они выпускники Пекинской цирковой школы. Также в этом году ожидается прибытие очередного выпуска жонглеров из Китая. Артисты цирковые, они универсальные. Все умеют жонглировать абсолютно. У них по расписанию 2-3 раза в день у них есть урок жонглирования. Профессионально занимаются у нас около 10 артистов жонглированием. И, конечно же, хотелось бы отметить, что родоначальниками якутского цирка вообще являются Сергей Васильевич и Марфа Петровна Расторгуевы. Они самые жонглеры. Сергей Васильевич первый танцевальный жонглер. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Ленского района. Я передаю слово моей коллеге Анне Кожевниковой. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Удачи вам. Добрый вечер, Якутск. С вами Анна Кожевникова и новости Ленского района. Расселение в Ленске ждут 220 домов. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья заработает в этом году. Практически весь деревянный фонд Ленска в ближайшие 5 лет будет снесен. Это 140 тысяч квадратных метров. Свыше 11 миллиардов рублей будет выделено для реализации этой программы на ближайшие 5 лет. Если сравнивать с первым этапом переселения, который реализовывался с 2013 по 2018 год, сейчас количество домов увеличилось в 5 раз. Соответственно, и финансирование увеличилось практически в 6 раз. Программа должна быть реализована в те сроки, которые обозначил глава республики. И, как сообщил мэр Ленска Александр Харунов, все ресурсы, которые есть в городской администрации, будут направлены на решение этой задачи. «Молодым везде дорога», гласит русская поговорка, но на деле ни дорог, ни связи, ни благоустройства в сельской местности, где более остро не хватает кадров. В Ленском районе работает несколько программ, направленных на поддержку вновь прибывших специалистов и подъемные, и обеспечение жильем, и установка электроотопления в сельской местности. И в Артанахаринском наследии уже в этом году появится 2 дома для молодых специалистов. Их строительство запланировано в рамках республиканской программы «Моя Якутия в 21 веке». Для Артанахаринского наследия это не только
только перспектива привлечь кадры, но и новые рабочие места. Правда, подрядчик отмечает, что можно было бы и большие площади предусмотреть для молодых специалистов, чтобы они могли жить, думать о создании семьи и не беспокоиться о расширении жилплощади. Но все же эти дома обеспечены канализацией и отоплением. Это электрические котлы. Электричество поставляется туда сейчас в централизованном порядке от Вилюйской ГЭС. Туалеты, ванны, все это внутри помещений. И септик выводится на окраину участка, там откачка и так далее. Храм с бывшей территории колонии особого режима будет перенесен на новое место в микрорайон Алроса. Сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз» уже приступили к разбору храма, чтобы за лето успеть его собрать на новом месте. У жителей отдаленных микрорайонов Алроса и Разведчик теперь появится свой православный приход. И им не надо будет ездить из одного конца города в другой, чтобы помолиться или поставить свечку. Этот храм осветят во имя Николая Чудотворца. И ко дню его памяти 19 декабря планируется уже распахнуть двери еще одного православного прихода для христиан. Это были все новости минувшей недели. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.